ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. أيها المسلمون, о мусульмане, поговорим сегодня о любви к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что существует много тех, кто заявляет об этом. Однако, как же отличаются их деяния? Как же разнятся их деяния? Всевышний Аллах сказал: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Воистину мы отправляли каждой умме, каждому народу посланника. С каким посланием? С посланием, чтобы они поклонялись Аллаху и остерегались тагута, поклонения кому-либо, кроме Аллаха. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَةُ. Среди тех людей, которым было сделано это наставление, есть те, которых Аллах субхану ва тааля наставил на прямой путь. И среди них есть те, для которых истинным стало заблуждение. «Фасиру фил ард, фанзуру кайфа кяна акибатуль муказзибин», говорит Аллах. Так идите же по земле и смотрите, каков был исход тех, которые считали посланников лжецами. Аллах субхану ва тааля, рассказывая про нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я айюхан набию инна арсальнака шахида ва мубашира ва назира». О пророк, мы отправили тебя свидетелем, радующим и предостерегающим. «Ва да'иян иля Аллахи би изнихи ва сираджам мунира». И мы тебя отправили призывающим к Аллаху субхану ва тааля с его соизволения и ярким освещающим светильником. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иннаху лам якун набийюн кабли илля кана хаккан алейхи ан ядулля умматаху аля хайрин ма я'ламаху лахум». Не было до меня такого пророка, которому не было бы обязательно указание для своей уммы того блага, о котором он знает. И не было такого пророка, которому не было бы обязательно указание своей умме того зла, простержение своей уммы от того зла, о котором ему известно. И этот хадис приводит имам Муслим. Из милости Аллаха к нам, послание к нам, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Он был из числа арабов, и Аллах субхану ва тааля приказал нам уверовать в Него, подтверждать то, с чем Он пришел, следовать за Ним, подражать Ему и помогать Его религии, а также любить Его и отдавать предпочтение любви к Нему, чем любви к остальным вещам, или к имуществу, или своим детям. С рук посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, стала полноценная эта религия. И им, посланником Аллаха Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах завершил пророчество.
Всевышний сказал: «Лакад манна Аллаху аля аль-му'минина из ба'аса фихим расуля». Аллах одарил му'минов благом. Каким благом? Отправив к ним посланника. «Мин анфусихим» из числа их самих же. «Ятлу алейхим аятихи ва юзаккихим ва юаллимухум аль-китаба валь-хикма ва ин кану мин каблю лафи далялин мубин». Что делал этот пророк? Он читал им аяты из Корана, и очищал их, и обучал их Корану и мудрости, хоть они и были до этого в явном заблуждении. И также Всевышний Аллах сказал: «Лакад джаакум расулум мин анфусикум азизун алейхи ма аниттум, харисун алейкум биль му'минин рауфур рахим». Воистину к вам пришел посланник из числа вас самих же. Тяжело, тяжко ему переносить ваши же прегрешения, ваши же ошибки. Харисун алейкум, он был заботливым по отношению к вам. Рауф, он сострадательный и милостивый по отношению к вам. О рабы Аллаха, он был сострадательным по отношению к нам. Он желал нам счастья, саллаллаху алейхи вассалям, и желал нам спокойствия. Можно ли после всего этого ответить ему сухостью и отдаленностью от него? Можно ли после всего этого ответить ему нежеланием подражать ему, или изучать его сиру, или же повторять его сунну? Воистину, искренняя вера человека вдыхает в сердце его любовь к этому посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, и следование за ним, и оставляет после себя след. Непременно эта любовь оставляет после себя след в каждом человеке отдельности, и в каждом обществе, и в каждой умме. Какой след оставляет? Величие. Величие и возвеличивание. Нет счастья для нашей уммы, кроме как подчинившись его шариату и подражая ему. Всевышний Аллах сказал: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Кто подчиняется Аллаху и посланнику? И что с ним? Они с теми, которых Аллах облагодетельствовал, одарил благами, из числа пророков, из числа правдивых, из числа мучеников, из числа праведников. И как же прекрасно это общество, говорит Аллах субхану тааля. И в другом месте Аллах субхану тааля предостерегает тех, которые не хотят следовать сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. «Фальяхзари аллазина юхалифуна ан амри, ан тусибахум фитна, ау юсибахум азабун алим». Так пусть же предостерегаются те, которые противоречат его приказам. Пусть они остерегаются чего? Того, что их постигнет фитна. Непременно их постигнет фитна, и постигнет их болезненное наказание. И Всевышний Аллах сказал: «Куль ати'у Аллах ва ати'у Расуль, фа ин таваллау, фа иннама алейхи ма хуммила ва алейкум ма хуммильтум, ва ин тути'уху тахтаду, ва ма аля Расули илля аль-балагуль мубин». Скажи: подчиняйтесь Аллаху и его посланнику. Подчиняйтесь Аллаху и посланнику. А если же они отвернутся, что тогда? На нем, на посланнике, саллаллаху алейхи вассалям, ответ только за то, что было ему вменено в обязанность. А мы же будем отвечать за то, что является нашей обязанностью. Если вы подчинитесь, непременно вы станете на прямой путь, и на посланнике всего лишь ясное доведение послания. И также Всевышний Аллах сказал, сделал экзамен тем, которые говорят, что они любят Аллаха. Сделай им экзамен. «Куль ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттаби'уни». Скажи: если вы любите Аллаха, то следуйте за мной. За кем? За пророком. И что тогда? «Юхбибкумуллах», Аллах вас полюбит. «Ва ягфир лакум зунубакум», и простит ваши грехи. «Валлаху гафуру рахим», и Аллах воистину прощающий и милостивый. И Аллах субхану тааля сделал подчинение пророку, исследование его сунне признаком имана человека, признаком искреннего имана человека. Всевышний Аллах сказал: «Фаля ва раббика ла ю'минуна хатта юхаккимука фима шаджара байнахум сумма ла яджиду фи анфусихим хараджа». Клянусь твоим Господом, говорит Аллах, они не уверуют до тех пор, пока тебя не поставят судьей в том споре, который возник между ними. А затем, после того, как ты, о пророк, решил между ними какой-то спор, чтобы они не нашли в своем сердце какого-то отторжения или какого-то недовольства твоему хукму, твоему решению. «Ва юсаллиму таслима», и чтобы они полностью покорились
посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И в Сахих Бухари приводится хадис от Абу Хурайра, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Фаваллази нафси биядихи, ла ю'мину ахадукум хатта акуна ахабба илайхи ми валидихи ва валади». Клянусь тем, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, клянется своим Господом, клянусь тем, в чьих руках находится моя душа. Кто-то из вас, никто из вас не уверует до тех пор, пока я не стану для него любимее, чем его отец или сын. Поэтому сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поняли это. И те праведные предшественники, которые были до нас, исследовали по этому пути, они поняли это. И они вкусили плоды этой любви. Вкусили плоды этой любви на этом свете, что выражается в победе, величии и укреплении на земле. И они вкусили эти плоды в ахирате, что выражается во вхождении в рай. Аллах субхану ва тааля сказал: «Вама юти'и Аллаха ва расулаху, юдхильху джаннатин таджри мин тахтиха аль-анхар, вама ятавалла ю'азибху азабан алима». Кто подчиняется Аллаху и посланнику, что ему? Аллах заведет его в райские сады, под которыми текут райские реки. «Вама ятавалла», а кто же отвернется? Что ему будет? «Ю'азибху азабан алима», говорит Аллах. Аллах его накажет болезненным наказанием, мучительным наказанием. Упаси нас Аллахом от наказания ада. В Сахих Бухари приводится хадис от Сахля ибн Саад, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инни фаратукум алял хауди ман марра алейя шариба, ва ман шариба лям язма абада». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывая про судный день, говорит: «Воистину я опережу вас у бассейна». Тот бассейн, который даровал ему Аллах субхану ва тааля. «Я опережу вас у бассейна», говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. «И кто пройдет мимо меня, выпьет из этого бассейна». Аллахумма джа'альна минхум. Я, Аллах, сделай нас из их числа. А кто выпьет из этого бассейна, он никогда не будет больше испытывать жажды. «Ла яриданна алейя аквамун а'рифухум ва я'рифунани». И дальше посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Затем ко мне приведут народы. Я знаю их», говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. «Я знаю их, я знаю, что они из моей уммы. И они узнают меня. Сумма юхалю байни ва байнахум». Затем между мной и ими станет преграда. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, скажет: «Фаиннахум минни». Они же мои люди. Они же моя умма. Субханаллах. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, переживает за свою умму. И тогда ему скажут: «Иннака ла тадри ма ахдасу ба'дак». Воистину, ты не знаешь, что они сделали после тебя. Ты не знаешь о тех нововведениях в религии, которые они сделали после тебя. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, скажет: «Сухкан лиман гайяра ба'ди». И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, скажет: «Пусть подальше будут от меня те, которые изменили эту религию после меня». Измена. Вот суть бид'a. Вот суть нововведений. И бид'атчики кто? Предатели сунны. Каждый бид'атчик, который упорствует в этом бид'а, он предатель сунны, он предатель посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И воистину любовь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не выявляется всего лишь в словах и восхвалениях, которые человек говорит, заявляя о том, что он любит и восхваляет посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Любовь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выражается в воплощении шариата в своей жизни. Любовь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выражается в подчинении его приказам, а не в поисках каких-то оправданий для себя. Когда нет этих оправданий, когда дошла до него худжа, когда дошел до него довод. Любовь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, заключается в подражании посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в том, чтобы жертвовать собой ради этой религии. Чем может? Имуществом, временем, силой, деньгами, для того, чтобы возвысить религию посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Она заключается в том, чтобы скучать, тосковать по посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И любовь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, должна присутствовать в сердце каждого муслима. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, любила каждое творение. Даже камни, деревья, скалы, птицы, животные, все любили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. От Джабир ибн Абдиллах, радиаллаху анху, приводится хадис, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, по пятницам делал проповедь. И когда он делал эту проповедь, он опирался на ствол дерева или пальмы.
И вот однажды ансары сказали посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: давайте мы сделаем тебе минбар. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал им: если хотите, сделайте. И тогда, когда они сделали минбар, в следующую пятницу посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, делал проповедь. И вот так он делал проповеди в этом минбаре. И однажды, когда он делал проповедь, этот ствол дерева, от которого отошел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и встал на минбар, этот ствол дерева, который остался в одиночестве, начал плакать и хныкать, как ребенок. Это хак, это истина. Дерево плачет. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спустился с минбара, обнял его и успокоил, как успокаивает ребенка. И тогда это дерево, этот ствол пальмы успокоился. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: воистину она скучает по поминанию Аллаха субхану ва тааля, который слышала прежде. А в другом риваяте говорится, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: клянусь тем, в чьих руках находится душа Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, если бы я не успокоил его, то он бы до судного дня плакал бы, тоскуя по посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. От Анаса, радиаллаху анху, приводится хадис, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поднялся на гору Ухуд. И с ним был Абу Бакр, радиаллаху анху, и Умар, и Усман. И внезапно, в один момент, эта гора содрогнулась. Ухуд содрогнулся. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Усбуд, стой! Усбуд Ухуд, стой, Ухуд! Фаиннама алейки набийян ва сиддикн ва шахидан». Стой, поистину на тебе находится пророк и сиддик, Абу Бакр, и два шахида, Умар и Усман. И некоторые ученые сказали, что эта гора содрогнулась от радости по посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, от того, что она скучала по нему, и содрогнулась от радости. А вы чувствовали когда-нибудь скучание по пророку? Нет, серьезно, мы же говорим, что мусульмане и любим посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Кто-нибудь чувствовал скучание по пророку, саллаллаху алейхи вассалям? Вы пытались представить себе, как вы встретитесь с ним в раю? Думали ли вы когда-нибудь, что скажете ему, когда впервые увидите его в раю, иншаллах? Как вы прикоснетесь к его благородной руке, саллаллаху алейхи вассалям, и почувствуете его прикосновение? Как вы будете встречать того, кто плакал по вам, по каждому из нас? Как вы встретитесь с ним? Думал ли ты о том, на каком расстоянии будет твой дом от дома посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в раю? И переживал ли за то, что этот дом будет далеко от его дома? Саллаллаху алейхи вассалям. В хадисе приводится, что один сподвижник посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хадис приводит от Табарани, Айша, радиаллаху анха, рассказывает, что однажды к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пришел один сподвижник и сказал: «Я Расуль Аллах, о посланник Аллаха, воистину ты любимее для меня, чем я сам. И воистину ты любимее для меня, чем мои дети. И воистину, когда я прихожу домой и вспоминаю тебя, то не могу проявлять терпение, пока не приду и не увижу тебя. И когда я вспоминаю смерть, или свою смерть, или твою смерть, я переживаю и думаю, где будет мой дом, а где будет твой дом. Я думаю о том, что ты будешь с пророками, а мой дом будет где-то в другом месте». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ничего не ответил ему, пока ангел Джибриль, алейхиссалям, не спустился с нему с аятами, в котором Аллах субхану ва тааля сказал: «Вама юти'и Аллаха ва расуля, фа уляйка ма аллазина ан'ама Аллаху алейхи минан набийина ва сиддикина ва шухадаи ва салихин, ва хасна уляйка рафиqa». Кто же подчиняется Аллаху и его посланнику? Что с ними? Где они будут? Они будут с теми, кого Аллах субхану ва тааля облагодетельствовал. С кем? С пророками, с сиддиками, правдивейшими, с мучениками, с праведниками. И как же прекрасно это общество, говорит Аллах субхану ва тааля. От Зейд ибн Сабит, радиаллаху анху, приводится хадис. Он рассказывает: однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в день Ухуда, в день сражения у Ухуда, отправил меня искать Саад ибн Рабиа и сказал мне: когда ты увидишь его,
передай ему от меня салям. И скажи ему, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спрашивает тебя, как ты чувствуешь себя? И он рассказывает. И вот после сражения я начал искать его среди убитых. И я нашел его на последнем издыхании. Он отдавал жизнь, последние минуты его жизни, последние мгновения его жизни. И на нем было 70 ранений. Некоторые ранения были сделаны мечом, некоторые копьем, а некоторые стрелой. И я сказал ему: «О Саад, воистину посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, передает тебе салям и говорит тебе, как ты чувствуешь себя?» И тогда он ответил: «Ва аля расули, саллаллаху алейхи вассалям, ассалям». И посланнику салям, саллаллаху алейхи вассалям. И скажи ему: «Я Расуль Аллах, аджиду риха джанна». Скажи ему: «О посланник Аллаха, я чувствую запах рая». И скажи моему народу ансарам, что нет им никакого оправдания, если они отвернутся от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, даже на мгновение ока. И такими словами ушла его душа к Аллаху субхану тааля. Хадис приводит имам Аль-Бухари. Воистину сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, полюбили его искренней любовью и желали поцеловать его, саллаллаху алейхи вассалям, и хотели трогать его, прикасаться к нему, саллаллаху алейхи вассалям, даже в самые трудные моменты своей жизни. Ибн Исхак, рахмаллаху тааля, приводится хадис, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, однажды перед сражением у Бадра выравнивал ряды асхабов. И он увидел, что Савад ибн Газия выпирает немного из этого ряда. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ткнул его живот маленьким копьем, ткнул и поставил его на место. Оттолкнул его немного назад. И тогда Савад ибн Газия сказал: «О посланник Аллаха, ты причинил мне боль. Клянусь тем, который отправил тебя с истиной. Возмести мне это». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, раскрыл свой живот и сказал: «Отомсти». И тогда Савад ибн Газия обнял посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и поцеловал его живот. В такие трудные минуты он думает о том, чтобы прикасаться к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил его: «Что толкнуло тебя на это, о Савад?» И он сказал: «Я Расуль Аллах, о посланник Аллаха, я хотел бы, чтобы моя последняя встреча с тобой напоминала мне о прикосновении к тебе, о прикосновении моей кожи к твоей коже, саллаллаху алейхи вассалям». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал ему дуа о том, чтобы Аллах даровал ему благо. О рабы Аллаха, что это за человек? Мухаммад ибн Абдиллах, саллаллаху алейхи вассалям, которого любит все. Небеса его любят, и все, кто находится на небесах. Земля его любит, камни его любят, скалы его любят, животные его любят, растения, деревья, все его любят и скучают по нему. Саллаллаху алейхи вассалям. Насколько он был любим для творения Аллаха субхану тааля. И воистину, результатом этой любви к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, должно быть частое поминание мусульманинам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и частое чтение салавата. И чтобы мы искренне желали увидеть его в раю, и тосковали по нему, и тосковали по этой встрече с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и просили Аллаха, субхану тааля, чтобы он нас соединил с ним, в раю, иншаллах. И чтобы мы просили Аллаха, субхану тааля, милости для него, и читали побольше салават. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил нам, что из этой уммы будут те, которые будут желать встречи с ним, жертвуя даже всем своим имуществом и всем, что они имеют. Хадис приводит имам Муслим, радиаллаху анху, ва рахмаллаху тааля, что Абу Хурайра, радиаллаху анху, сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Мин ашадди уммати лия хуббан насун якунуна ба'ди явадду ахадухум лау раани би ахлихи ва малихи». Воистину, из моей уммы самой сильной степенью любви будут люди, которые придут после меня. И одни из них будут желать увидеть меня, жертвуя даже своим имуществом и всей своей семьей. И от Анаса, радиаллаху анху, приводится, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, зашел к ним, он рассказывает:
Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, зашел к нам. И это было после обеденного намаза. И он лег спать и уснул, саллаллаху алейхи вассалям. И во сне он вспотел. И он рассказывает, и пришла моя мать, сахабия, которая любит посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И пришла, начала вытирать его пот и выливать его пот в небольшую маленькую посуду. И внезапно посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, проснулся. Он проснулся и спросил ее: «Я Умму Сулейм, ма хаза лази таснаин?» «О, Умму Сулейм, что это ты делаешь?» И она сказала: «Это твой пот. Это твой пот. Мы добавляем твой пот в наше благовоние. И воистину, твой пот имеет самый лучший запах. Потому что пот посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был лучше для них, чем самый лучший миск. Имел лучший аромат. И они дорожили потом посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». И этот хадис приводится в Сахихайн. И также признаком любви к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, является отдавание предпочтения ему, нежели своей семье или каким-то остальным творениям. И Аллах это приказал всем мусульманам. Ат-Табарани привел хадис от Анас ибн Малик, радиллаху анху. Рассказывает он: однажды, когда было сражение у Ухуда, появился слух, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, убит. И этот слух начал распространяться в Медине. И одна женщина вышла из числа ансар, она вышла и начала встречать тех, кто возвращается со сражения. Она вышла встретить своего отца, своего сына, своего мужа и своего брата. 4 мужчины, которые наиболее дороги для женщины. И вот каждый раз, когда проходили мимо нее, она встречала одного из своих близких людей. И она встречала их убитыми. Отец убит, муж убит, брат убит и сын ее убит. А она спрашивает: «Ма фа'аля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям?» А что сделал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Что с ним? Спрашивает она. И когда ее привели к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, она взяла за одежду посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказала: «Би аби анта ва умми». Пусть моя мать и отец будут выкупом за тебя. Я Расуль Аллах. О посланник Аллаха, мне не важно, что стало с остальными, лишь бы ты был жив, лишь бы ты был спасен от погибели. Вот настоящая любовь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Никто не важно, если он жив. Ничто не важно, если в твоем сердце осталась любовь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. А на каком месте любовь к нему в наших сердцах? Задумаемся над этим. О рабы Аллаха! Как же много сегодня тех, кто заявляет о своей любви к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И как же противоречивы их поступки. Как может заявлять о своей любви к пророку тот, кто не совершает намаз и не постится месяц Рамадан? Как может заявлять о своей любви к пророку тот, кто не знает о нем почти ничего? Когда он родился? Во сколько лет стал пророком? Как может заявлять о своей любви к пророку тот, кто совершает бид'а, нововведение, воюет с сунной посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Эти нововведения в религии, эти маулиды и совместные зикры подобны вызову, брошенному в адрес пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он как будто бы говорит: вот мы лучше тебя знаем шариат. Ты не знал и не делал этого, а мы знаем и делаем это. Мы узнаем и будем делать это. Мы узнали и будем делать это. Это обвинение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в предательстве и незнании. И обвинение Аллаха, субхану тааля, в подлости и в том, что Он отправил к нам незнающего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Как может заявлять о своей любви к пророку тот, кто, имея возможность, оставляя бороду, не оставляет его? Нет у него никаких преград. Никто ничего не говорит, не оставляет бороду. Как он может заявлять о своей любви к пророку, саллаллаху алейхи вассалям? Тот, кто боится своей жены, выполнение приказов Аллаха, субхану тааля, в подражании сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Как он может заявлять о своей любви к пророку, саллаллаху алейхи вассалям? Тот, кто враждует с хиджабом, кто враждует с другими приказами Аллаха, субхану тааля. Как может заявлять о своей любви к пророку, саллаллаху алейхи вассалям? Тот, кто обманывает своих же братьев, тот, кто не возвращает долги. Как он может заявлять о своей любви к пророку, саллаллаху алейхи вассалям? Как он может заявлять о любви, когда ищет всякий повод, чтобы обмануть своего брата и наживиться как можно больше? Как может заявлять такой человек?
Как мы можем заявлять о своей любви к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, если ни разу не вкусили вкус тахаджуда, не вкусили вкус дополнительных постов? Как мы можем заявлять о любви к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, если не знаем, что такое сабр? Не знаем, что это такое. Не любим проявлять терпение. Что это за любовь к нему, сопровождаемая жесткостью друг к другу, такфиром мусульман? Как вы любите пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Как мы любим пророка, если мы не можем собрать нормальный джамаат, который бы помогал мусульманам, который бы решал проблемы мусульман? Тысячи братьев в этом городе, но мы не можем собрать нормальный джамаат, который бы согласованно, сообща помогали друг другу. Помогали бы мусульманам, решали бы социальные проблемы мусульман. Что это за любовь к пророку? Если каждый обособленно живет и не хочет объединяться. И куда катится наше будущее, если мы в таком плачевном положении? И также результатами любви к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, является защита его чести, саллаллаху алейхи вассалям, защита его сунны. Хотя бы чувствовать в душе неприязнь, хотя бы в душе чувствовать ненависть к тем, которые обвиняют посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в нечестии, пытаются унизить его, пытаются обвинять посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пытаются поселить в наших сердцах сомнения в его достоинстве, саллаллаху алейхи вассалям. Всевышний Аллах субхану ва тааля сказал: «Ваказалика джа'альна ликулли набийин адуван миналь муджримин». Вот так мы сделали для каждого пророка врагов из числа преступников. И эти преступники были не только при жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Они были и после смерти. И они продолжают, живут и будут жить до судного дня. Давайте же посмотрим, насколько мы защищаем его сунны, насколько мы любим посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И если мы оставим это дело, которое называется шариат, и если мы оставим сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и не будем помогать его религии, то Аллах субхану ва тааля непременно все равно даст победу своей религии. И воистину Аллах субхану ва тааля, дающий победу своим пророкам, Он возвещающий его религию, и непременно накажет тех, которые пытаются навредить посланнику, накажет их на этом свете и в ахирате. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что Всевышний Аллах сказал: «Ман ада ли валиян, факад азантуху биль харб». Аллах субхану ва тааля сказал: кто враждует с моим валием, любимцем, то я объявляю ему войну, говорит Аллах. Аль-Джаббар объявляет ему войну. Аль-Кахар, сокрушающий, объявляет ему войну. Аль-Мутакаббир, гордый, объявляет ему войну. Аль-Кави, могущественный, объявляет ему войну. Кому это война? Тому, кто враждует с любимцами Аллаха. А что же ты думаешь о том, кто враждует с посланниками Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Насколько опасно его положение? Нам нужно задуматься, какой была любовь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, у асхабов, сподвижников, и какова эта степень этой любви у нас. И насколько мы придерживаемся его пути, и насколько мы скучаем и тоскуем по встрече с ним, саллаллаху алейхи вассалям. И знаете, что нам необходимо не только самим любить посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Нам необходимо прививать эту любовь в наших детях, обучать их сунне, обучать их тому, что приказывал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И это будет нашей помощью религии. И Всевышний Аллах сказал: «Илля тансуруху факад насраху Аллах». Если вы не будете ему помогать, если вы ему не помогаете поднять этой религии, то Аллах ему уже помог. Когда? «Из ахраджаху ллазина кафару thaniya ithnaini из хума фил гар. Из якули ли сахибихи ла тахзан инна Аллаха ма'ана». Аллах ему уже помог. Когда курейшиты, многобожники из Мекки, выгнали его, и когда они прятались в пещере, и когда Абу Бакр, радийаллаху анху, испугался за посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, из любви к нему испугался, что его сейчас обнаружат многобожники. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, успокоил его: «Ла тахзан», не печалься, воистину Аллах с нами. И что тогда? Какой результат? «Фаанзал Аллаху сакинатаху алейхи ва айядаху биджунудин лям тарауха». И Аллах не спаслал его сердце спокойствие. Таков результат любви к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и поддержки его религии. Аллах посылает в сердца спокойствие и поддерживает войском, подобных которым вы не видели. «Ваджа'аля калимата ллазина кафару суфля». И Аллах делает слова тех, которые не веруют, униженным.
пораженными. «Ва калимат Аллахи хия аль-улья, валлаху азизун хаким». И Аллах делает слова Аллаха, субхану тааля, сделает слово Аллаха, ислам, каким? Возвышенным. И воистину Аллах великий и мудрый. Аллахума ати нуфусана такваха. Аллахума закки анта хайру ман заккаха. Анта валиюха ва мауляха. Ва анта архамур рахимин. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين. اللهم كن للمستضعفين والمظلومين. اللهم فرج همهم ونفس كربهم. أنزل عليهم من الصبر ما يا سميع الدعاء. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم زد في حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم.